Сегодня поговорим о взаимосвязях духовных или, если хочешь, космических законов, определяющих нашу жизнь. Самый главный закон из всех – это закон свободной воли. То есть каждый человек может делать все, что хочет, чтобы через свое творчество развиваться, творить и учиться. В идеале. Но часто бывает не так. Более того, человек жаждет абсолютной свободы воли, чтобы делать все, что ему хочется, и чтобы ему ничего за это не было. К счастью, свободная воля регулируется. Регулируется законом кармы. То есть законом причины и следствия. Ты можешь делать все, что хочешь, но получишь то, что посеял. И главным требованием закона кармы является не наказание, а рост. Задача Бога не наказать человека за проявление свободной воли ненадлежащим образом, а дать ему возможность извлечь урок и вырасти в своем сознании. И если человек вырос в своем сознании, то тогда вступает в силу другой закон – закон милосердия. То есть, если человек осознал, что так поступать неверно, простил себя за ошибки и больше так не поступает, или старается не поступать, то нет необходимости ему возвращать весь объем кармы. Карма возвращается, кстати, не сразу. Есть определенные циклы. То есть, закон свободной воли подчиняется закону кармы, закон кармы подчиняется закону милосердия, и эти законы, закон кармы и милосердия, подчиняются закону циклов. Ну, например, если в этом году весной не посадить картошку, то осенью она не вырастет. То есть, если ты создал причину в виде негативной или позитивной кармы, то тебе вернется ее следствие через какое-то время. Иногда мгновенно может вернуться, иногда через какое-то время. Может быть, даже через очень большое. Точно так же и с законом милосердия. Если ты не сделал что-то, чтобы запустить закон милосердия в действие, что именно мы поговорим в другой раз, то цикл упущен. Тебе придется принять всю карму за это. Хотя была возможность уменьшить ее. Но закон циклов не имеет смысла без другого закона Бога. Закона самопревосхождения. То есть и закон свободной воли, и закон кармы и милосердия, действующие в соответствии с циклами, нужны лишь для того, чтобы мы росли. И Бог, или Вселенная, или как бы мы это ни называли, не требует от нас сиюминутного роста. Чтобы через мгновение мы стали святыми. Так же, как и мудрый садовник не требует от цветка, который он посадил вчера, расцвести сегодня. Но зачем нужно самопревосхождение? Ну, сидел бы я там, где мне уютно. Ну, стал бы немножечко лучше. Ну, перестал бы ругаться на всех и начал бы всем улыбаться. Но нет же, закон самопревосхождения все время действует, заставляя расти. И все остальные законы действуют каждое мгновение. И действуют они из-за главного закона Бога. Закона любви. Бог принимает нас такими, какими мы есть сейчас. Но Он очень сильно нас любит, чтобы позволить нам остаться такими, какие мы есть сейчас. Бог хочет, чтобы мы доросли до более высокого уровня сознания, чем человеческий. И примеры таких, кто дорос, есть. Более того, они показали путь, как достичь того же самого.